Археологические раскопки, начатые в мае прошлого года на территории Якутского острога, близятся к своему завершению. На сегодняшний день бригада из ученых и волонтеров приступила к демонтажу последней из 35 обнаруженных построек. Всего за время работ специалистами научно-производственного объединения «Северная археология» были обнаружены 38 уникальных археологических артефактов, среди которых 11 берестяных грамот, монеты 17 века, фрагменты китайского фарфора начала 18 века. Сейчас идет процесс демонтажа конструкции этой постройки с целью их последующей передачи в музей Емельяна Ярославского в надежде, что пройдет консервация, реставрация и последующее экспонирование. Пожалуй, самым интересным стал факт того, что полы в обнаруженной постройке полностью состоят из судовых деталей бортовой обшивки корабля конца 17 века. Помимо нагелей в бортовой обшивке были обнаружены и следы вицы, что характерно для арктических полярных судов. Вица – это корень. Обычно корень или тальник скрученный, им как ниткой прошивали доски. Вот такое соединение, шитье вицей, характерно для арктических полярных судов «Коч». Археологи считают находки символичными в свете празднования 500-летия Северного морского пути, 300-летия начала Великой северной экспедиции под руководством Витуса Беринга, а также подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о праздновании 400-летия города Якутска. Также мы видим вот такие интересные планочки, пришитые скобками. Это называется ластовое уплотнение. Здесь была трещина в борту. И чтобы доска не разломалась и не было течи, вот такие планки накладывали. Но такие планки большего размера были и между самими досками обшивки, что обеспечивало более плотное соединение и защищало борт с внешней стороны от повреждений, от льда, от камней. И такие планки обычно быстро выходили из строя, и их заменяли на более новые. Если обращаться к источникам, то коч или кача или качмара – русское морское парусно-гребное судно поморов или сибирских промышленников, как правило, деревянное, однопалубное. Такие суда ходили примерно 2-3 года и очень быстро изнашивались. Из-за зимовок суда рассыхались и портились от морозов. А так как на севере строительные материалы всегда были в дефиците, то после износа суда разбирали и продавали в качестве стройматериала.